студии телеканала «Якутия-24» глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. И сегодня мы подведем итоги уходящего месяца. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, ноябрь был насыщенным на яркие события, которые не обошли внимания в том числе и федеральных, и мировых СМИ. Начну, конечно же, с самого главного. Вся Якутия праздновала, когда было получено одобрение строительства моста через реку Лена от федеральных властей. Как удалось добиться того, чтобы, как выразился Владимир Путин, я его даже процитирую, ситуация созрела до реализации? И какие будут следующие пути по реализации нашего проекта? Конечно, поддержка президента нашей страны Владимира Владимировича Путина в таком, на самом деле, важнейшем для развития республики Саха-Якутия вопросе, как строительство автодорожного моста через реку Лена в районе Якутска, имеет колоссальное значение. Не секрет, что последние годы к этому проекту достаточно большое количество федеральных чиновников относилось скептически. Это было вызвано и объективными, и субъективными причинами. И в августе прошлого года, после моей встречи с президентом, он дал поручение правительству Российской Федерации и мне, как руководителю Якутии, отработать все-таки возможности выработки единой модели строительства моста, которая бы включала бы в себя также и новые подходы, и новые требования, которые в Российской Федерации за последние годы появились. В том числе любой инфраструктурный проект такого уровня федерального, он сегодня требует и экономических обоснований, и социальных обоснований, должен пройти через определенные комиссии правительства для того, чтобы быть уже поставленным в список на финансирование, скажем это так. И я вот неоднократно и здесь, в НВК, и на других площадках, в том числе при встречах с средствами массовой информации, достаточно подробно информировал население республики о проводимой мною работе. Мы за год, на самом деле, я и та команда, которая была у нас специально сформирована для работы по продвижению данного проекта во главе зампредом правительства Бычковым, первым замминистра экономики Сивцевым, они проделали колоссальную работу. Мы отработали с Министерством транспорта, с Росавтодором, мы отработали с Минэкономразвития, с Минфином. Я неоднократно встречался с руководителями министерств лично и также с вице-премьерами, вот в том числе с Максимом Алексеевичем Акимовым, который курирует транспорт, с Антоном Германовичем Силуановым, который курирует финансы и экономики. Встречался с помощником президента Белоусовым Андреем Ремовичем, который также курирует ряд экономических вопросов и доносит уже позицию администрации президента до непосредственно президента. Мы прошли также и аналитический центр при правительстве Российской Федерации, который сегодня является таким, знаете, мозговым центром по планированию тех или иных крупных проектов на территории страны. И вот на момент, когда я уже имел возможность президенту донести свое видение, дальнейшее решение вопросов по строительству моста, у нас уже было практически одобрение всех перечисленных мною структур. Это на самом деле дорогого стоит. И хочу сказать, что президент, конечно же, очень подробно рассмотрел данный проект. И самое основное его отличие от того, что мы предлагали раньше, это рассмотреть вопрос не как просто мост для города Якутска, для обеспечения его потребностей, хотя само по себе это очень важный вопрос, да, но и как вопрос создания такой сквозной будущей магистрали на первом этапе от Мирного до Магадана, на втором этапе уже от Иркутска до Магадана, и с учетом развития и расширение круглогодичной транспортной доступности для огромной территории Западной Якутии. Ведь сегодня в случае строительства моста мы получаем эффект только от расширения транспортной доступности для населения с 23% до 83%. Ну, экономисты все соглашаются, и наши, и федеральные, не менее 4 миллиардов рублей только по экономии, только по северному завозу. Колоссальные цифры. И вот как раз увязка всей модели строительства моста с северным завозом, с вопросами жизнеобеспечения всей территории, с вопросами развития территории и вопросами обеспечения
обеспечение в дальнейшем уже развития Нижней Обестяха как города-спутника Якутска, так и создания большой агломерации на разных берегах, единой агломерации, и возможностью уже отсюда как-то быть транспортным логистическим узлом для всего северо-востока страны, в первую очередь для Магадана. Это, на мой взгляд, послужило толчком для появления такой резолюции президента, которая, конечно же, нас сейчас сподвигает как и на радостные события. Вот, например, знаю, что в Якутске здесь в этот момент и осухой танцевали, и по улицам разъезжали с флагами Российской Федерации. Но и это огромная ответственность, это огромная работа для всех нас, начиная от меня до обычных наших якутян. Вот говоря о реализации проекта, речь идет о концессии. Да? Если можно, по-простому, вот как будут выглядеть этапы реализации? Ну, я вот не просто его проектом называю, но потому что это целая история, это не просто мост, это действительно впереди еще много работы. Как поэтапно все должно выглядеть? На сегодняшний момент работа идет в правительстве Российской Федерации, потому что президент поручил председателю правительства Медведеву окончательно уже с учетом мнения министерств и ведомств внести предложение по реализации проекта. Сегодня мы отрабатываем с министерствами как раз финальную, финишную стадию. И вот с теми министерствами, с которыми я говорил, с руководством аппаратов вице-премьеров, для того, чтобы на уровне Дмитрия Анатольевича Медведева уже было принято принципиальное решение по источникам финансирования проекта. В любом случае мы считаем, что 2020 год – это год, когда будет проводиться проектирование моста и подъездных путей. Огромный труд на самом деле, это работа, стоящая миллиард рублей. И, конечно же, с учетом тех изменений, которые мы сейчас тоже инициировали в изменении проекта, вы сами знаете, мы сейчас будем обходить старую Табагу, не задевая жилые дома. Мы будем также предусматривать проектирование и строительство одновременно подъездных путей. У нас, к сожалению, в ранее представленных проектах того же совмещенного железнодорожного автомобильного моста подъездные пути к мосту вообще отсутствовали. И в случае решения этих задач, 2020 год у нас проектирование, это госэкспертиза, которая должна быть федеральная, конечно, для такого сложнейшего проекта. Ну а с 2021 года реально уже начать строительство моста, и по оценкам специалистов, с учетом сложнейших гидрологических условий на линии, с учетом наших экстремальных температур и зимних низких, и вообще перепадов температур почти в 100 градусов, с учетом огромных проблем по логистике доставки сюда этих металлоконструкций для моста, стройка займет порядка 4 лет, и мы надеемся, что в 2025 году она может быть завершена. Василий Сергеевич, смотрите, вы, отвечая на первый вопрос, сказали, что Ленский мост – это не только для Якутска объект. И в конце ноября тоже состоялось немаловажное событие. Открыли мост через реку Марха, это в Вилюйском районе. И на сегодняшний день это пока самый длинный мост на территории нашей республики. Что дает региону открытие событий, это само, описать, если какой толчок, и понятно, там экономика, и, соответственно, для жителей тех районов, которые проживают в Нюрбинском районе? Строительство моста через реку Марха в Нюрбинском районе имеет, на мой взгляд, колоссальное значение, в первую очередь, конечно, для развития непосредственно Нюрбинского улуса, для группы Вилюйских районов, потому что мы видим, как последовательно начинает реализовываться уже вопрос о создании круглогодичной автомобильной дороги от Якутска до Мирного. Причем, еще раз подчеркиваю, круглогодичный. Мы сегодня знаем, что по многим местам, по реке Вилюй, по ряду других рек у нас есть разрывы, которые как раз заставляют нас летом переправляться на паромах, а как раз в весенний период есть периоды, когда вообще никакого сообщения нет. И как раз я президенту про эту дорогу тоже рассказывал, про ее необходимость, про необходимость мостовых переходов через ряд рек для того, чтобы круглогодичная доступность у нас была обеспечена. Сегодня могу сказать, что в следующем году у нас уже будут введены в строй 2 крупных моста через реку Тюкен, это граница Нюрбинского, Верхневилюйского улусов, и Малая Батубия, это в Мирнинском районе. Далее уже со следующего года начнется проектирование и в дальнейшем уже строительство мостовых переходов 4 через реку Вилюй. Самый крупный это в районе Верхневилюйска,
Вот, крупнейший мост, его сметная стоимость, ну, по оценкам специалистов, составляет порядка 20 миллиардов рублей. Подъездные пути там чуть ли не 20 километров, сама длина моста свыше 1,5 километров. Вот. И в течение вот 10 лет, как считают специалисты, у нас реально от Якутска до Мирного должно быть полностью обеспечено транспортное сообщение круглогодично, без никаких разрывов. Это, конечно же, даст огромный толчок для развития вот всей этой огромной территории. Поэтому я считаю, что вот та работа, которую проводит Российская Федерация в целом по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе у нас в Якутии, она, конечно, вот мы ее своими глазами видим, и оно имеет абсолютно важное значение, в том числе для повышения качества жизни людей данных территорий. Давайте сейчас вновь вернемся в Москву. Знаю, что вы принимали участие в съезде партии «Единая Россия». Какие вот задачи сегодня стоят перед вами, или, может быть, вы ставите перед собой какие-то цели и задачи, как секретарь Якутского регионального отделения политической партии «Единая Россия»? Главная задача, которую я сформулировал для себя, давая согласие на мое выдвижение в руководителя местного отделения партии «Единая Россия», это, конечно же, вернуть доверие людей. К сожалению, за последние годы в силу разных причин партия в целом в стране и у нас в республике в особенности подрастеряла это доверие. Так? Партия отдалилась от народа, многие проблемы людей, они как-то перестали быть приоритетными для некоторых наших коллег. И с этой точки зрения, вот то, что говорил на съезде президент о возврате доверия, о работе с людьми, об выкорчевывании, скажем, всякого чванства по отношению к простым людям, это очень близко и созвучно тем целям, которые я ставлю здесь у нас в Якутии. Так, мы обязательно этого должны добиваться, мы должны привлекать в партию простых людей, мы должны защищать их интересы. И, конечно же, вот когда некоторые наши коллеги, прячась, опять же, за членство в «Единой России», позволяют себе поступки, которые, на мой взгляд, дискредитируют партию в целом, так, дискредитируют власть, мы с такими случаями должны разбираться и будем очень жестко реагировать. Я очень надеюсь, что мы создадим на местах систему реального народного партийного контроля, когда любое действие и чиновников, и руководителей, и власть придержащих будет под постоянным контролем именно населения, и население в случае нарушения их прав сможет защитить свои интересы именно через партию «Единая Россия». Но чего ждать Якутскому региональному отделению? То есть внутрипартийная работа, ну, может быть, рокировки какие-то произойдут? Но это мы, понимаете, изменения же должны быть не ради изменений. Так? Изменения должны быть ради того, чтобы эффективность работы партии, как партии, которая защищает интересы людей, она повысилась. И исходя из этого, конечно, будут и рокировки, будут и изменения, будут и исключения из партии, так, это тоже очевидно, так, но в целом, еще раз говорю, это не самоцель, чтобы партия вернула доверие людей. Хорошо. Вы предложили, сейчас немного к другой теме, вы предложили министру энергетики страны Александру Новаку продлить на Дальнем Востоке выравнивание энерготарифов до среднероссийского уровня. Я так понимаю, речь идет о снижении тарифов почти в 2 раза, да? Стоит ли Якутии ожидать поддержки в федеральном центре вот по данному вопросу? Вопрос идет не о дальнейшем снижении тарифов, вопрос идет именно о сохранении нынешних тарифов, которые на самом деле вот 2 года назад были практически в 2 раза снижены для предприятий реального сектора экономики, для малого бизнеса, для бюджетных организаций. Это на самом деле дало колоссальный эффект в целом для улучшения экономической ситуации. Об этом говорят и бизнесмены, об этом говорят и руководители крупных предприятий. И, конечно же, нас всех очень серьезно беспокоил тот факт, что с 1 января 2020 года действие данного закона, который принимался на определенный период, прекращало свое действие. И, соответственно, мы должны были вернуться обратно уже к тем ценам, которые были у нас до 2017 года. Но, к сожалению, для Якутии ситуация с тех пор еще больше осложнилась тем, что у нас, благодаря, опять же, большой работе и правительства Российской Федерации, компании энергетического сектора, у нас западная и центральная энергозоны, в том числе город Якутск в прошлом году, точнее уже в этом году, да, мы все вошли в зону действия единой энергосистемы Российской Федерации. И, соответственно, мы сейчас даже, Якутск, например, изменения или не изменения
изменения данного закона уже не чувствует. Так он, вот как цены были здесь, вот какие сегодня, они такие останутся. Но у нас колоссальные проблемы возникнут для северных территорий, для тех территорий, где у нас работает дизельная энергетика Сахаэнерго. В этих регионах для бюджетных организаций в случае вот простого, скажем так, простой отмены данного закона у нас энерготарифы могли бы вырасти в 15 раз. В 15 раз для бюджетных организаций, для предприятий малого бизнеса. Конечно, это недопустимо. Так, то есть у нас сегодня был там тарифы где-то порядка 4,5 рублей, станут 70 рублей. Ну, грубо говоря, конечно же, бюджет будет вынужден это все компенсировать, но это затраты республиканского бюджета порядка 7 миллиардов рублей. Мы эти деньги взять ниоткуда не можем. Мы же не можем снимать эти деньги там, за здравоохранение, культуру, образование или ЖКХ. Вот. И этот вопрос ставился очень серьезно. Мы ставили его на уровне Министерства энергетики, ставили на уровне правительства Российской Федерации. К сожалению, вопрос решался совсем плохо. Я был вынужден обратиться, опять же, к президенту Российской Федерации. И президент нашу позицию поддержал. Он дал поручение разобраться, вот, в первую очередь, Министерству энергетики, и не допустить вот таких последствий, которые я изложил в своем письменном имя президента. Мы с Александром Алексеевичем достаточно долго обсуждали механизмы решения данной проблемы, и у них тоже есть доводы для того, чтобы вот субсидирование такое другими частями страны, другими потребителями, энергопотребителями именно наших расходов на районах Крайнего Севера происходило, они тоже возражают. Перекладывали. Да, перекладывали, у них тоже есть свое обоснование, но как же так, почему, например, сельхозпредприятия Кубани должны платить за то, чтобы у вас на северах был тариф такой-то. Так, поэтому там все упирается в то, как из федерального бюджета могут нам компенсировать наши доп. Расходы. Вот. Но сегодня же вопрос не решен, и поэтому вот и после обострения вопроса с нашей стороны сейчас Александр Валентинович согласился, и правительство в целом согласилось, что на 2020 год механизмы все продлеваются, ничего не будет меняться. В течение же 2020 года мы должны будем отработать вот, с правительством Российской Федерации именно механизмы долгосрочного возмещения наших расходов дополнительных, которые возникают из-за высоких цен на электричество по дизельной энергетике. Уверен, что решение мы найдем. Тем более, еще раз говорю, позиция президента, она заключается в том, что если такое решение принимается по отмене выравнивания, то расходы субъектов Российской Федерации все-таки должны быть компенсированы в полном объеме. Хорошо, давайте вернемся в Якутск. Генеральный подрядчик заканчивает нулевой цикл строительства нового кардиоцентра. Это будет самый высокотехнологичный кардиодиспансер на всем Дальнем Востоке. Ну, по крайней мере, афишируется так. В чем будут его преимущества? На самом деле на кардиодиспансере уже не только нулевой цикл закончен, там сейчас работа ведется на уровне уже 4-го этажа. Так, велись, по крайней мере, сейчас, но сейчас на период сильных холодов стройка остановлена. Вот, планы все этого года все выполнены по освоению средств и по выполнению работ. Поэтому мы уверены, что в установленном порядке работы все будут проведены, и в последующие годы кардиодиспансер будет введен в строй. Конечно же, он будет самый современный на Дальнем Востоке. Я хочу сказать, что у нас в Якутии именно по кардиологии, по кардиохирургии есть уникальные компетенции, есть замечательные доктора мирового уровня, не побоюсь этого слова, есть очень серьезные научные открытия, и вот как раз оснащение кардиодиспансера, построенного как раз по современным таким проектам, оно должно позволить нам реально повысить уровень оказания кардиологической помощи. Никогда не надо забывать о том, что сегодня главной причиной смертности у нас в республике является смертность именно от сердечно-сосудистых заболеваний. И снижение вот этой смертности порядка на 20% в связи с вводом кардиодиспансера, который прогнозируют специалисты здравоохранения, это колоссальный для нас прорыв как раз и в увеличении продолжительности жизни, увеличении качества жизни наших людей, в том числе с проблемами сердечно-сосудистой системы. Ну и, конечно, например, мы очень серьезно настроены на то, что появление кардиодиспансера повысит кратно на возможности по оказанию услуг, в том числе телемедицины.
то есть когда специалисты, в идеале мы считаем до уровня фельдшерско-акушерского пункта, в случае необходимости уже смогут прямо в круглосуточном режиме уже получать такую помощь консультативную от наших специалистов именно кардиодиспансера. Ну и последнее, Алексей Сергеевич, не могу не спросить, уже 21 ноября вами был подписан указ, согласно которому в школах, в учебных заведениях рекомендовано петь гимн ежедневно. Ну, то есть день у детей должен начинаться с исполнения гимна России. Ну, во-первых, как вам пришла такая идея и ну, как вы считаете, чем это должно помочь, может быть, в воспитании или в развитии детей? Конечно же, этот указ на самом деле вызвал очень большую такую, знаете, реакцию со стороны, Неоднозначную. со стороны общественности. Вы знаете, неоднозначная она только здесь, в городе Якутске. Вот я получаю множество, сотни комментариев получил, вот селяне все за. Абсолютно. Вот сельских районов полностью обсуждали. Были вопросы Салдана, Судачного, Смирного о том, почему надо петь. Так? Вот вы, Алексей, ошибаетесь, что надо петь. Да? Вопрос же не в пении. Вопрос в том, что дети могут петь, а могут просто слушать. Говорит об исполнении гимна, это не значит, что мы сами должны петь. Так? Это значит, что должна быть музыка и слова гимна звучать. В каждой школе у нас практически сегодня есть система громкой связи, по которой гимн может транслироваться на все классные помещения. Дети, не обязательно их там всех собирать в одно место, как многие пишут, да, по стойке смены. Они в классах перед началом учебного занятия могут этот гимн слушать. Сокращенная версия гимна 1,5 минуты. Вот столько мы как бы сейчас будем тратить время на прослушивание гимна. Потому что, опять же, мы даем возможность учебным заведениям, по их желанию, слушать не полную версию гимна, а сокращенную. Вот. Поэтому я считаю, что этот вопрос, на самом деле, многие здесь именно в Якутске пытаются раздуть, исходя из каких-то своих соображений. Многие пишут, зачем, возврат, какой-то тоталитаризм, тоталитарное государство, промывка мозгов и так далее. Но, опять же, те наши либеральные и журналисты, и обозреватели, которые про это пишут, почему-то забывают, что в самой, на их взгляд, либеральной, как они считают, стране мира, Соединенных Штатах Америки, перед началом учебного заведения не только гимн исполняют, они еще и флаг поднимают. Так, по стойке смирно стоят. Так, а это о многом говорит на самом деле. И я считаю, что это для нас важно, для нашей страны, для наших детей. У меня, кстати говоря, школьники многие, мне же школьники тоже пишут, так, они, кстати говоря, совсем не скажу, что они там недовольны. Так, они наоборот, многие считают, что это очень хорошо, очень интересно. У них только единственное, что это много времени ли это занимает и так далее, это вопросы у детей. Технические вопросы. Так? Нет ни у кого вопроса, нужно это или не нужно. Это раз. Во-вторых, надо же понимать, что пункт об исполнении гимна перед началом учебных заведений – это часть лишь большого указа о проекте «Мы – будущее России». Мы, к сожалению, опять же, когда говорю «мы», это я подразумеваю нас, родителей, да, как дети, которые ходят в школу, почему-то считаем, что школа должна наших детей не только учить, так, а и воспитывать. Так, то есть не только давать знания, но и воспитывать из них граждан. Да? А школа, наоборот, учителя считают, что мы даем детям вашим знания, а уже остальным, пожалуйста, вы в семье сами занимаетесь воспитанием из них граждан своей страны. В итоге, я честно скажу, что несмотря на принимаемые определенные решения, создание каких-то детских организаций, мы якутяне, российское движение школьников, особого прогресса у нас по сравнению с Советским Союзом, например, нет. В Советском Союзе все-таки этим вопросом очень серьезно занимались. Те же организации «Октябрят», «Пионер», «Комсомол», это же была единая такая идеологическая сетка, которая занималась на самом деле воспитанием советского гражданина. Мы это все постсоветское время полностью потеряли. Сейчас мы воспитанием гражданина Российской Федерации не знаем, кто занимается. Родители этим должны заниматься. Школа должна этим заниматься. Да, идет ответственность прикладывается. Или государство. Так, государство вообще считает, да мы что, у нас свободное пространство, поэтому мы этим тоже не будем заниматься. До недавнего времени было так. И в итоге что происходит? Кто у нас воспитывает наших детей? У нас наших детей воспитывает интернет. Они с малого возраста уже там сидят, смотрят ютубы. Как говорится, кто что смотрит, одному Богу известно. Так? Если родители контролируют, то там еще ничего, а если ребенок не контролирует, то там, начиная от свободной любви, заканчивая экстремизмом, терроризмом, все нашим детям практически открыто. В открытом доступе. Да, и
после этого мы удивляемся, почему в наших детях там в головах мешанина. Да? Вот. И, соответственно, вот мой указ направлен на то, чтобы мы все-таки этим вопросом серьезно занялись. Начиная от тестирования наших детей, от понимания того, каким дисциплинам наши дети имеют предрасположенности, как их развивать, какой у них психологический статус, что нам нужно сделать, чтобы они были там устойчивы, более психологически, какие у них есть вопросы там в части обучаемости и так далее. Мы это все, как родители, тоже должны знать. Так мы в этом заинтересованы. К сожалению, нам сегодня в школе этого тоже не говорят. И школа сама этого не знает. А в мире уже существует множество таких хороших практик. И, конечно же, вот воспитание гражданина своей страны, оно обязательно должно идти. Как бы меня тут не пытались убедить, что давайте мы построим хорошие дороги, хорошие дома, школы, больницы, и дети сами это все поймут, да, знаете, вот пример того же Советского Союза, он показывает, что, к сожалению, это далеко не так. Вот. И без идеологического наполнения, без воспитания в хорошем смысле этого слова настоящего патриота своей страны, государство, оно успеха не достигнет. Хорошо, спасибо большое. Я еще раз напомню, что в студии телеканала «Якутия-24» вместе с главой Республики Саха-Якутия Айсеном Николаевым мы подводили итоги месяца. Спасибо еще раз вам, удачи. Спасибо.